Пожалуйста, кто внизу, поднимайтесь. Давайте мы помолимся, и мы прославим нашего Господа. Аллилуйя, Господь! Благодарны Тебе за этот день чудесный, за милость Твою, благодать в наших жизнях, Господи. Спасибо, что мы дожили до сегодняшнего дня, что пришли сюда своими ногами, живые, здоровые, Господи. Для того, чтобы поклониться Тебе, Господи. Ты Творец всей земли, Господи. И Ты Творец нашей республики, нашего города. И какая бы погода ни была, Господи, Ты создал это. И мы благодарны Тебе за все. Господь, прямо сейчас мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи. И мы просим Тебя, Господи, дай нам пережить на сегодняшнем собрании Твое присутствие. Дай нам слышать голос Твой, Господи. И мы просим Тебя, говори в наши сердца. Обращайся к нам, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда, Господь. Всегда во времена гонений, каких-то трудностей, человек, он тянется к Богу. Господи, и мы сейчас призываем Тебя, Господь. Призываем Твое благословение в нашей жизни, Господь. Ищем Твоего присутствия. И наши сердца, они полны благодарности к Тебе, Господь. За все, что происходит, Господи. За все, что делается. Господи, благослови каждого человека, кто сегодня решил остаться дома из-за морозов. Благослови все семьи, всех людей, кто когда-либо был вообще в нашей церкви, Господи. Пусть тот голос, который звучит внутри них, где бы они ни были, он ведет к Тебе, Господь. Еще раз, Господи, мы отдаем это собрание в руки Твои. Мы уповаем на Тебя. И мы ожидаем от Тебя, Господи. Мы ожидаем чудес в своей жизни. Мы ожидаем, что Ты будешь говорить с нами. Что Ты будешь давать нам водительство. И что Ты будешь совершать чудеса. Потому что Ты живой Бог. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте мы Господу аплодисменты дадим, ибо Он достоин, и прославим Его. Аллилуйя. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Течет, как река, ветра дуновенье, твое прикосновение, и милость твоя велика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Дух во мне течет, любовь твою несет. Перед твоим троном я склонюсь.
позовет Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. С пепла восстала надежда моя. Ты победил воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя. Славит все внутри меня. Воскликну аллилуйя. И прочь уйдут сомнения. Воскликну аллилуйя. Я знаю, что придет ответ. Воскликну аллилуйя. Страха власти больше нет. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил свет, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил свет, воскресший наш царь. Возглашаю громче, 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 возглашаю громче. В присутствии врагов моих. Возглашаю громче. И вижу я, как тьма бежит. Возглашаю громче.
воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя.
чем сердце наполнить звоном монет и славой побед, что тают, как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни, все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой, пусть несовершенен, ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом в победах и в поражениях. Нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, в красоту серый пепел, смыл позор своей славы. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать воина, разделять снова море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой. Пусть бушует шторм и громкими, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец и Царь, над
Müstehililerge Burada üstüne din ettin Ölürdün engedemeyi gittin Ağam senirdin bağılıga Uttal den son Танарага Услышуешь, что играл мими Такой буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, мой Бог со Аллилуйя. Господи, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа с нашими просьбами, с нашими молитвами, с нашими нуждами. Господи, мы все полагаем пред Твоими ногами. И мы просим Тебя, Господь, восполнить нужду, которая есть в нашей церкви, у каждого человека. Господь, прежде всего мы просим Тебя за тех, у кого есть какая-либо болезнь. Господи, мы верим, что Ты способен исцелять, и Ты исцеляешь, и тому есть множество свидетельств в наших жизнях, в жизнях наших родственников, Господи. И прямо сейчас мы просим Тебя за каждого болящего человека. И мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого во имя Иисуса Христа. Если у тебя есть какая-то болезнь, из тех, кто присутствует здесь, прямо сейчас я провозглашаю тебя здоровым. Прямо сейчас я запрещаю всякому недугу во имя Иисуса. Если у кого-то есть простуды какие-то, вирусные, гриппозные, ковид, что бы ни было, прямо сейчас божественное исцеление во имя Иисуса в твою жизнь. Господи, мы просим Тебя также за всякую физическую нужду. У кого-то есть какие-то проблемы нерешенные. Господь, просим Тебя, усмотри всякую ситуацию. Дай мудрости, где она нужна. Дай благодати, где она нужна, Господи. Выведи. Ты никогда не ставишь в тупик, Господь. Всегда есть выход. И Ты Отец, на которого мы можем положиться. Ты сказал, что не оставлю и не покину вас. Господи, мы просим Тебя, благослови во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за всех людей с нашей церкви, с других церквей, вообще за всех солдат, которые были призваны в зону специальной военной операции, Господь. Мы просим Тебя, сохрани их во имя Иисуса. Мы просим Тебя, чтобы они вернулись живые, здоровые к своим семьям, к своим детям. Господи, пусть Твоя защита, Твоя рука, она будет над ними, уберегая их. Господь, просим Тебя за руководство нашей страны, нашей республики, нашего города, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы Твоя рука, она также была над ними. Господи, направляй их. Дай им мудрости, Господь, дай им смирение. Дай им слышать голос Твой и идти за Тобой, Господи. Господи, сделай так, чтобы они работали на благо страны. Чтобы жизнь людей в нашей стране, в нашем городе, в нашей республике, она менялась к лучшему, Господь. Несмотря на внешние обстоятельства, что бы ни происходило, Господь, мы доверяем Тебе, мы хотим идти за Тобой. Господи, веди нас и выведи нас, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в республике, по Дальнему Востоку и в России, Господь, за наш Северо-Восточный Союз. Господь, у Тебя одна церковь, но много поместных общин. У каждой свое предназначение, Господи. Но мы просим, чтобы мы были частью вот этого общего плана, общей картины, которая есть у Тебя для этого мира. Мы призваны прежде всего с единственной целью идти и проповедовать Иисуса Христа распятого
о том, что Он освободил народы, Господи. Дай нам следовать этой миссии, этой цели. Не уклоняться, не заниматься какой-то человеческой ерундой, Господи. Но помнить всегда, к чему Ты нас призвал во имя Иисуса. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал. Аминь. Еще раз доброе утро. Я рад вас всех видеть. Даже удивлен. На самом деле нормальная погода, 50 градусов, январь. Как бы, да, но настолько уже расслабились, что... А чего вы все сели? Я не понял. Как бы команды не было. Есть команда, подойдите к кому-нибудь. Год не виделись, может быть, с кем-то уже. В прошлом году только. Видите незнакомого человека или кого-то давно не видели, минимум 3 возьмите. Благословите. Скажите что-нибудь хорошее, что-нибудь радостное. Если, там, не знаю, там, скажи, как хорошо выглядишь, пусть у тебя здоровье будет. Что-нибудь. Благословлять — это говорить хорошее. Буквально минуту. Аллилуйя. Хорошо, поприветствовали. И есть пару вещей у нас сегодня, не совсем стандартное собрание, так скажем. Во-первых, у нас прохладно на улице. Вы заметили, что у нас внутри тепло? Несмотря на то, что у нас 50 с лишним, да, на улице, давненько так тепло не было. Я вам больше скажу, я даже убавил котел, у нас еще есть запас. Потому что утром было прям жарко. Вот. Поэтому вообще слава Богу. Бог велик, Бог благ. Еще, знаете, прежде чем мы продолжим дальше, у нас есть свидетельство такое. Вы помните, вот мы молились за сестру. Ей предстояла операция по онкологии, вы помните, да? Ну, давайте она сама засвидетельствует, расскажет. Мы молились за нее здесь в церкви. Она с Нерюнгри, я думаю, что Нерюнгринская церковь также за нее молилась. Здравствуйте, дорогие. Спасибо Господу, что Он меня сюда привел, что я нашла эту церковь. Я сюда приезжаю с сентября прошлого года. Мне сделали операцию по женским органам, удалили все, к сожалению. Ну, или слава Богу. Вот, потом мне поставили после гистологии придатков 3-й степени. Онкология у меня была. Делали лечение, химиотерапия. Вот после 4-й вот химиотерапии, но она и продолжается, там нужно доделать это дело до конца. После 4-й химиотерапии сказали, что было обследование после КТ, и сказали, что у меня метастазированных узлов нету, и что я у меня в хорошее все, вот, динамика. Спасибо Господу, это только Он. Спасибо вам, потому что вы за меня все молились. Мне Нерюнгри спасибо, потому что я оттуда, за меня тоже переживали и молились, но они были уверены, что у меня ничего нету. И вот эта уверенность они поддержали меня. Я вот тоже уверена, я вообще такой человек, что мнительный, но Господь меня изменил.
я стала более твердо в Боге, увереннее в Боге. Вот, спасибо вам, дорогие. Слава Богу. Еще несколько у нас вещей, прежде чем мы перейдем к слову. Мы помолимся сейчас за детей. У нас дети внизу есть? Или они все здесь? Может кто-то сбегать, если это? Дети, выходите сюда вперед. Давайте мы вас благословим. Вы знаете, что у нас добрая традиция, дети-подростки. Мы благословляем на каждом собрании. И благословить это сказать что-то благое, да, провозгласить что-то хорошее по-русски. Надо же. Все время удивляюсь, вроде бы почти никого нету. Откуда они только берутся, да? Давайте мы благословим их, хорошо? Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка здесь, кто присутствует. Также за всех детей, кто в нашей церкви, их сегодня нет. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого во имя Иисуса Христа, как я их сейчас благословляю, Господи, всяким Твоим благословением. Прежде всего, Господи, пусть Твоя рука, она будет над ними, уберегая их от зла. Господь, наполни их Твоим миром, Твоим спокойствием. И, Господи, чтобы они не делали, в каждом есть какое-то дарование, какой-то талант. Я провозглашаю, что они будут это развивать, и они будут лучшие в какой-то сфере во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Будьте благословенны. Наверное, можно, пока дети не опускайтесь, не спускайтесь вниз. Сейчас вы пойдете. У нас есть еще одна вещь, мы хотели сделать ее в конце собрания, но сделаем сейчас. У нас есть молодая пара, Давид, Анжела. Можно вас попросить сюда выйти? Можно сюда выйти, да? Анжелика, я прошу прощения. У меня с именами всегда, вы меня, если что, сразу прощайте. У нас радостные события. Вот эти два молодых человека, они решили, не побоюсь этого слова, во всеуслышание, всемирно объявить, что у них запланирована свадьба, и они хотят заключить священный союз, брачный, на небесах, который это будет когда? Уже даже дата есть точная, 24 июня. И сейчас мы просто хотели объявить это всем. Знаете, как в церквях есть такая традиция, не только в церквях. Называется помолвка. Это когда два молодых человека, они объявляют, заявляют о своих намерениях во всеуслышание, чтобы все окружающие, они понимали, что они уже не свободны, они уже заняты. Они выбрали друг друга. Но я бы хотел подчеркнуть, мы сейчас помолимся за них и благословим их. Но вы все понимаете, что, знаете, Божий план изначально для человека, он был в том, чтобы, знаете, как написано, что Бог, он сотворил Адама, все было нормально, мир уже сотворенный. И он посмотрел, и чего-то не хватало. Он сказал, что нехорошо быть человеку одному. И потом он создал женщину. И что потом было? Дальше. Нам заповедано, что человек оставит отца своего и мать свою. Они соединятся, и будет одна плоть. Я хочу подчеркнуть, одна плоть. Именно поэтому человеку нехорошо одному. Не хватает чего-то. Мы созданы для того, чтобы у мужчины была женщина, у женщины был мужчина. Если этого нет, это также возможно, но вот чего-то не хватает. Вот как-то хочется, да? И на самом деле это брак. Это также, знаете, вот человек, Бог, он создал землю для человека. И первая заповедь его была: плодитесь и размножайте и наполняйте эту землю. В этом Божий план вообще изначальный, вы понимаете? И я вам хочу сказать, это Божье дело, доброе. И вот этот вот период, знаете, когда объявляется помолвка,
Это то время, когда вы уже заявили о своих намерениях, и у вас есть последний шанс подумать, потому что потом уже будет поздно. Потому что это навсегда, это на всю жизнь. Мы не расторгаем браки, и мы верим, что брак, он навсегда. А вот это вот время сейчас, это нормально, если во время помолвки, я не говорю это в вашу жизнь вообще, но если человек, он передумал, если есть какие-то сомнения, именно для этого это время оно есть. Вам сейчас нужно узнавать друг друга, разговаривать друг с другом. Потому что вот такой человек, какой он есть, дальше, бывает ошибка такая, знаете, многие женщины, они думают, потом свыкнется, слюбится, я его там напильником доточу, и все будет хорошо, подгоню под свои стандарты. Но, как правило, люди, они не меняются. И человек, он может измениться только, если он сам этого захочет, особенно мужчина. Если его смотивируют на это. А под внешним давлением он никогда не меняется. Поэтому, раз вы же выбрали друг друга, значит, вы как-то первое впечатление друг на друга произвели. Вот сейчас у вас время, полгода, это более чем достаточно, чтобы узнать друг друга. Я надеюсь, 24 июня у нас состоится процесс бракосочетания. И вот тогда мы уже провозгласим мужем и женой, да? Но сейчас давайте мы благословим просто на это. Я вот хотел бы, чтобы молодежь также вот присутствовала, потому что в моей жизни это вообще первый раз, когда я объявляю со сцены о помолвке. У нас были венчания, да, но вот о помолвке мы никогда не объявляли. Я думаю, что это такая добрая традиция, которую мы открываем, мы полагаем. И хочется, чтобы у нас было все больше и больше молодежи, и чтобы они женились, выходили замуж, чтобы они создавали семьи, и чтобы мы выполняли вот эту Божью заповедь. В прямом смысле этого слова. Мы плодились, размножались и наполняли эту землю. Аминь. Давайте мы помолимся за них. Хорошо, мы благословим их. Можно вас попросить? Вот так, нет, вы себя вот так, за руки возьмите. Давайте. Хорошо. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный. Мы приносим перед Тобой эту молодую пару. Ты видишь их сердца, Ты видишь их решение, которое они приняли, создать семью. И мы просим Тебя, Господи, о Твоей благодати, о Твоей милости в их жизни. И просим Тебя, Господь, чтобы вот на протяжении этих месяцев, до той даты, которую они назначили, Господи, пусть Твой Дух, Он будет обильно на них. Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Чтобы они узнавали друг друга, чтобы они открывали сердца друг перед другом, Господи, чтобы они строили взаимоотношения, чтобы они научились уважать друг друга, любить друг друга. Господь, пусть в ту дату, когда они назначили свою свадьбу, до этого времени, Господь, у них не будет никаких сомнений в сердце, не будет никаких сожалений, Господь. Но Ты их веди, Господи, в этом. Мы их благословляем, Господь. Мы благословляем, чтобы у них была крепкая семья в будущем. Благословляем их детей, если они примут это решение, Господи. Но Ты их веди. Мы доверяем Тебе, Господь. Мы доверяем, что каждый из них, он будет слышать голос Твой и будет поступать в соответствии с этим, Господи. Господь, благослови их. Благослови их разум, чтобы не было никаких помех, чтобы это не было ничем замутненно, Господи. Чтобы они ясно и четко видели и понимали друг друга, Господь. Узнавали друг друга, научились уважать друг друга, любить друг друга. И научились разговаривать друг с другом, Господи. Чтобы было взаимопонимание и уважение. Во имя Иисуса. Да будет так. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Мы благословляем вас. Еще раз. Помолвка – это не приговор. Да? Это начало чего-то хорошего. Это не означает, что все, вот уже никуда не денешься с подводной лодки. Но это означает, что все уже знают. Поэтому если кто-то подкатывает, у тебя уже есть моральное право поговорить по-другому. Да, и на самом деле это хорошие вещи. И все уже знают, что они заняты. Но вот это вот время, я еще раз хочу подчеркнуть, оно для того, чтобы строить отношения.
Потому что этот мир, он неправильно строит отношения. Знаете, у нас 80% браков в стране, они разваливаются. 80%. Печальная статистика. Почему? Потому что люди не умеют строить отношения. Потому что брак это гораздо больше, чем просто какие-то физическая близость или еще что-то, или какое-то сожительство. И мы вас просто благословляем, чтобы у вас была счастливая семья навсегда. Знаете, когда вот эти слова не будут произнесены, пока смерть не разлучит вас, чтобы это была реальность в вашей жизни. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Еще раз поздравляем вас. Давайте поаплодируем. Аллилуйя. Все, проходите. Слава Богу. Прям так радостно. Вот так думается, почему у меня так не было, да? Обычно так женщины все время думают. Вот. А у меня так, не жалейте ни о чем. Знаете, Господь, Он сегодня. Все мы по-разному, и старшее поколение, у нас не было так красиво, наверное, да? Особенно те, у кого свадьбы были в 90-е годы, все было как-то попроще, мягко скажем. Хорошо, еще одна немаловажная часть нашего служения – это десятины и пожертвования. И у нас есть, наверное, циферки где-то там были, их можно вывести. Можно в электронном виде, можно по ведрам. Если вы первый раз в церкви, вы не знаете зачем, что и почему, не переживайте, но церковь, она живет за счет пожертвований. Мы даем на Божью работу, на работу в церкви. И пусть Господь благословит каждого, кто совершает это. И вы не вставайте, я помолюсь также. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который когда-либо давал и дает в нашей церкви, и будет давать, Господи. Я провозглашаю, что ни в чем не будет нуждаться ни он, ни она, ни их семьи, Господи. Пусть всего будет в достатке, Господи. Дай мудрости каждому в нашей церкви. Я просто это провозглашаю. Дай мудрости каждому, как распоряжаться своими деньгами. Если у кого-то есть долги, я прямо сейчас просто разрушаю всякое долговое бремя. Я провозглашаю, что будет мудрость и благодать, как выбраться из этого и больше не залазить ни в какие долги, чтобы соответствовать тому месту Писания, где написано, что не будьте никому ничего должны, кроме взаимной любви. Это будет реальность нашей церкви, я это провозглашаю. Во имя Иисуса Христа да будет так. Аллилуйя. И все сказали аминь. Пусть будет так. И давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну. Она сегодня у нас словом поделится. Хорошо? Пока она выходит, я еще... Сейчас мы кафедру вынесем. У нас... Можно кого-то попросить? Леш, давай с тобой кафедру вынесем. Я бы хотел напомнить, вдруг у нас кто-то убежит, что в следующий уже там четверг, да, к нам приезжает наш епископ Андрей Манжосов. Я прошу, чтобы вы также молились за то, чтобы вообще поездка она состоялась. Я не знаю, у нас самолеты же летают вроде бы, да? Как бы вроде бы все хорошо. Нет, надо вот сюда, вот по центру. Надо вот сюда по центру поставить. Хорошо. Скорее всего, то есть может быть, будут еще какие-то изменения, но в субботу у нас будет 2 собрания. У нас будет семинар по домашним группам. Вообще домашние группы это очень важно. И у нас их не так много. В связи с пандемией мы как-то так вошли, у нас что-то приостановилось, где-то что-то возобновилось в непонятном формате. Но на самом деле мы же не призваны жить от воскресенья до воскресенья. Да? Имеется в виду, вот мы пришли, вдохнули, приняли благообразный вид, послушали слово, вышли, выдохнули, и всю неделю. Нет, мы ходим с Богом постоянно, да. Но человеческая натура, она такова, что нам требуется постоянно общение. И да, мы можем иметь общение с Богом, с Господом. На протяжении недели мы можем молиться, но это так здорово иметь поддержку людей. Потому что воскресное собрание, хотя у нас не такое большое собрание, но чем больше людей, тем больше, знаете, тем меньше возможностей узнать всех, узнать друг друга и строить какие-то близкие отношения. Вы согласны?
И домашняя группа, знаете, это то место, где можно иметь близкие отношения, где можно молиться, где можно узнавать друг друга, где можно поддерживать и возрастать. Там, где ты можешь раскрыть свои дары, где Господь может послужить через тебя твоим братьям и сестрам. И это очень важно. И можно ли без этого жить? Да, можно. Ты не умрешь. Но я вам скажу, что если ты посещаешь домашнюю группу, жизнь, она играет совершенно новыми красками. Живется радостнее, живется веселее, у тебя появляются новые друзья, у тебя есть кому позвонить, если вдруг что-то произошло. Вы понимаете? У тебя есть духовная поддержка, молитвенная поддержка. Поэтому я вас ободряю. Запланируйте в субботу 2 собрания. Я думаю, что скорее всего мы сделаем их подряд и сделаем какой-то кофе-брейк. По-русски перерыв на чай, на кофе. Да, у нас будет какой-то перекус, может быть. Я думаю, что мы сделаем, наверное, вот с 11 часов. И мы не будем сильно затягивать. То есть будет какой-то вот именно кофе-брейк. И второе такое в рабочем порядке. Сначала у нас будет прославление, все. Мы не будем сильно затягивать, я думаю, с 11 и 3 часа, если добавим, я думаю, мы к 2, наверное, закончим. Хорошо? Поэтому я ободряю вас быть здесь. Также в воскресенье он будет у нас проповедовать, будет служить на молодежных служениях. И вполне возможно, мы еще что-то добавим. Хорошо? Но в субботу запланируйте быть здесь, в субботу и воскресенье. Все. Я передаю слово, микрофон. Добрый день, драгоценная. Сегодняшнее слово, которое я хочу предложить, это вечное Евангелие. И мы рассмотрим, как евангелизировать практически. И также, естественно, мы сделаем акцент на сути и значимости Евангелия. Так что очень хорошо, что у нас сегодня есть новые люди. Слава Богу за них. Для более эффективного такого и легкого, я бы сказала, восприятия проповеди в первой основной части она будет построена так, что мы будем задавать вопросы и тут же отвечать на них. Но вопросы это будут из рубрики «Практическая евангелизация». Всего мы рассмотрим 9 вопросов кратко. Первый вопрос. Можно ли назвать евангелизацией и достаточно ли этого, если сказать человеку «Господь любит тебя», и при этом подарить этому человеку какую-то христианскую брошюру или Новый Завет? Достаточно это? Вы отвечайте себе для себя каждый. Достаточно этого или нет? Про себя, не вслух. Я даже спрашивать не хочу, потому что наверняка однозначно мнения разошлись даже по этому вопросу. Знаете, нет вообще-то никаких шаблонов, и их быть не может в служении на ниве Божьей. И где-то кому-то, в каком-то конкретном случае, пусть единичном, этого зернышка будет достаточно, чтобы человек мог задуматься и начать читать Слово Божье, и Господь коснулся его сердца, послал к нему того, кто его уже будет поливать это зернышко, чтобы оно выросло. Если нет другой возможности и времени, то лучше так сеять, чем никак не сеять. Если есть такое служение, было оно, во всяком случае, Лиги Карманного Евангелия. Членами Лиги было распространено 110 миллионов карманных Евангелий. Они сделали это потому, что их побудил Дух Святой. Но часто такой метод евангелизации, о котором я только рассказала, он неэффективный. Потому что нужно сеять более подготовленную почву в сердце человека для принятия этого семени. То есть нужно проповедовать истинное Евангелие в полноте. Иисус проповедовал Евангелие, и вряд ли оно состояло только из утверждений Божьей любви. Иудеи, евреи, они Слово Божье знали, и они знали, что Бог их любит, и Он возлюбил любовью вечной, Он никогда их не оставит. И поэтому, естественно, что не в этом суть благой вести, которую нес Господь, будучи во плоти. Все же повторю, кому-то и этого будет достаточно для начала. Второй часто задаваемый вопрос. Обязательно ли после того, как расскажешь человеку об Иисусе Христе, Его заместительной жертве,
вести этого человека, то есть спасти его, укреплять, а пока он не возрастет в Господе. Вы знаете, это библейский принцип ученичества. Так поступали апостолы. Они не просто один раз проповедовали об Иисусе Христе и Царстве Божьем в каком-то определенном городе. Ну что они делали? Они там останавливались на какое-то время и возвращались туда спустя какое-то время. Кроме того, они там обязательно рукополагали служителей, которые это стадо пасли дальше, укрепляли, поддерживали. Ну вот пример из Библии. Деяния 18 глава, 11 стих. И он, то есть Павел, оставался там, в Коринфе, год и 6 месяцев, поучая их Слову Божьему. То есть, видите сколько? 1,5 года он оставался. В Деянии 19:10 написано о том, что он 2 года был в Асии. 2 года он проповедовал в Асии. А в Деянии 20:31 мы уже читаем, что он 3 года день и ночь учил в Ефесе. То есть это было не один раз, правда же? Это было целое учение. То есть если это возможно с нашей стороны, так и нужно поступать. Позаботиться о новообращенном, привести человека, ну хотя бы в церковь, в домашнюю группу, то есть в семью Божью. Другими словами, нужно идти рядом с этим человеком. Сразу же ответим на 3-й вопрос. Достаточно благовествовать словами или нужно делать это всей своей жизнью? Вы знаете, это не вопрос выбора. И то нужно делать, и другое. Самое мощное свидетельство будет тогда, когда верующий человек своей жизнью продемонстрирует Царство Божье и соблюдение законов и принципов этого Царства. То есть, что это значит? То есть он явит любовь к ближнему, а значит и самого Господа Иисуса Христа. Но ведь не всегда у нас будет такая возможность, да, не всегда же, чтобы мы со всеми, кому мы будем нести это слово, чтобы мы могли в дальнейшем будем сталкиваться по жизни постоянно, да, и быть рядом. Не всегда. Поэтому, опять-таки, мы исходим из ситуации. Следующий, 4-й вопрос. Все ли должны евангелизировать? Все ли христиане должны евангелизировать? Или только тех, кого Господь помазал на это служение? Вот на этот вопрос я бы хотела, чтобы вы ответили. Скажите, как вы думаете, все или не все? Все, слышу, больше все. Очень хорошо. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему большая половина церкви не откликнулась на призыв нашего брата Самвала из Владивостока, который буквально 2 месяца назад здесь призывал, чтобы вышли те, кто евангелизирует, чтобы он помолился за них. Вопрос повис в воздухе. Да, это для нас вопрос. На всей истории церкви во все времена лежит священная обязанность проповедовать Евангелие. Это она на всех, нас драгоценная. На всех, на всех. Но многие христиане или стесняются, или не умеют нести Евангелие Христа в народ. Попробовали раз, другой, нет результата, опустили руки, не для меня. Но благовествовать надо учиться, понять, какая суть Евангелия, каково его содержание и, наконец, как именно это следует возвещать его. Хорошо, конечно, когда Дух Святой вкладывает это слово в уста наши, но не всегда так бывает. И вот если прошел определенную такую теоретическую, практическую подготовку, делать это бывает легче. В жизни христианина не может быть такого вопроса, благовествовать или нет. То есть это не вопрос выбора. Так должно быть. Мы все должны благовествовать. В своих последних словах Христос перед вознесением на небо, Он заповедовал ученикам делиться благой вестью. Где это написано? Матфея 20 глава, 19 стих. Итак, идите, научите все народы, совершенно верно, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да? Крестя – это не погружение, это не водное крещение, это погружение в познание Бога. И после своего воскресения Иисус повторно, в первую очередь, Он дал именно поручение ученикам, и, соответственно, это записано в Марка 16:15. Он сказал:
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И перед вознесением, и после воскресения одно и то же. Массовая евангелизация имеет место быть также. Известные благовестники, такие как Дуайт Муди, Джон Уэсли, Билли Грэм, они сделали благовестие это основным занятием всей своей жизни, своего служения. И, конечно же, у них была и аудитория, и жатва. Да и апостолы именно таким образом распространяли благую весть. Они шли в большие города, в синагоги, и вначале там благовествовали. И если уж их не принимали, тогда они шли к язычникам. Почему прежде всего они шли в большие города, апостолы имею в виду? Да потому что они дорожили своим временем. Их было не так много. Они старались свои возможности по максимуму использовать. Да? Вероятность того, что больше людей уверуют в Господа среди большей аудитории, естественно, она выше. По этой причине и сам Иисус, он неоднократно, одновременно проповедовал тысячам. И приблизительно 150 раз в Новом Завете об этом как раз и написано. Но в то же время из практики, которая существует сейчас в современном мире, мы видим, что многие люди приходят ко Христу благодаря влиянию на них отдельного верующего человека. Отдельного. И вы это сами знаете пример. Вон Марина сидит с Семеном. Отдельно влияет, отдельно приводит. И не только она. 5-й вопрос, которым нужно нам разобраться. Обязательно ли надо повести человека в молитве покаяния? В противном случае можно считать, что вся проповедь Евангелия была бесполезной. Если мы будем так рассуждать, с вами, драгоценные, что если человек помолится, значит он спасся, а если он не помолится, то нет, то это просто примитивизм какой-то. Только Господь знает и видит человеческое сердце. И искренность, насколько искренне человек покаялся, это может видеть только наш Господь. Поэтому, если совершать такую молитву просто как религиозный акт, то она не будет иметь никакой духовной силы. К тому же, нигде не написано в Новом Завете, что люди молились этой молитвой. Написано? Где-нибудь читали? Нет, конечно. Православные и католики также не проходят такую процедуру, которая традиционно принята в нашей деноминации, в евангельских протестантах. Люди в разных ситуациях призывают имя Господне и спасаются, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это Римлянам 10:13. Бог ведет и открывается людям по-разному. Так что не нужно, такой вопрос, так что вообще не нужно молиться этой молитвой? Я это вообще не говорила. Наоборот, я лично за молитву. Но не всегда нужно, нужно учитывать обстоятельства. Вот. И молитва не должна ни в коем случае быть под каким-то давлением. Никого не нужно выталкивать, подталкивать. То есть она не должна быть в спешке. Но это должно быть осознанное принятие в сердце Иисуса Христа, как своим Господом и Спасителем. Писание говорит, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют о спасению. Совершенно верно. Римлянам 10:10. Провозглашение молитвы в присутствии других людей – это как бы толчок такой к рождению нового творения. И очень хорошо, что у нас эта традиция есть. 6-й вопрос. Нужно говорить человеку только о жизни вечной и рае во время евангелизации, или же можно упоминать и обратную сторону – тление и ад? Вы пока вслух не отвечаете. Как и некоторые из вас, я в свое время училась на курсах всемирной евангелизации. И нас там учили в самом начале евангелизации задавать человеку такие вопросы. Уверен ли ты, что попадешь в рай, когда умрешь? И второй вопрос. Почему ты думаешь, что Бог тебя примет в рай? Назови эти причины. По всему миру широко практикуется такая форма евангелизации, где, то есть вначале делается акцент на существование рая и ада и на том, как избежать последнего посредством Спасителя. Хорошо это, плохо ли это, я не берусь судить.
Мы не судьи с вами, драгоценные. Каждый стоит перед своим Господом и даст ему отчет, что и как делать. Безусловно, есть какая-то группа людей, особенно людей старшего возраста, которые другую форму там, евангелизации может и не воспринять, и им нужен страхом спасать. Такой метод евангелизации особенно хорош, если человек тяжело болен, он более открытый тогда. Вот. То есть всех тех, кто задумывается уже о вечности, о предстоящем существовании в новом мире. Но этот метод мало кому подходит из подростков, из молодежи, которые о смерти еще не задумываются, и для них что рай, что ад, это одно и то же, что-то мистическое, далекое, нереальное и вообще не для них. Я после курса достаточно долго использовала этот метод, предложенный в семейной евангелизации, в своей практике, так как видела налицо много плюсов. Во-первых, очень легко было начинать диалог с незнакомыми людьми. То есть потому что была четкая схема, которой просто нужно было четко и придерживаться. Поэтому такая анализация у некоторых благовестников доходит до автоматизма. А значит, у них нет присущего в этом деле определенного страха, ни стеснения, ни уверенности. А ведь это тоже немаловажный барьер. Метод эффективный. Опять-таки, в некоторых случаях да. Да. Я свидетель, что многие люди приняли Господа через такой метод евангелизации. Сейчас я использую его, но без начального вступления, что касается озвученных вопросов рая и ада. То есть не делаю акцент на аде, хотя обязательно стараюсь донести до людей, что человек идет в ад не за грехи. За них заплатил Иисус. А за что он идет в ад? Потому что отвергает Иисуса. Вот в этом и есть настоящий грех. Иисус заплатил великую цену, а человек пренебрегает этой жертвой, кровью Христа и победой на кресте. Справедливости ради отмечу, что для меня лично этот метод евангелизации принес явное облегчение, так как перед этим я долгое время, несколько лет, использовала метод, который больше всего критикуется и даже открыто высмеивается в христианских кругах. Но меня никто не учил, как это делать, и я делала так, как я понимала. Я вкратце рассказывала человеку сюжет всей Библии, от Бытия до Откровения. И делала акцент на Спасителе, как на Пасхе и жертвенном агнце. Из своей практики скажу, что метод, несмотря ни на что, очень-очень эффективный. Но вот использовать ее можно только в определенных условиях, при наличии достаточного свободного времени у слушающих. Например, в лечебных учреждениях, куда я ходила, на прогулке в парке, попутчикам в поезде можно, в самолете этот метод использовать, или в каком-то определенном месте, куда тебя специально пригласили. Я вам хочу сказать, что в моем случае каялись, у меня даже списки остались тех людей, каялись до 90% из тех, кто слушали Евангелие. И притом люди это делали осознанно. Опять-таки, это все индивидуально. Поэтому еще раз обращаю внимание на наше отношение к методу благовестия. Никого нельзя осуждать нам даже в мыслях. Человек трудится, как ему открыто. Если бы у него не было результата, он бы что? Не стал бы это делать. Логично? Когда нужно, Господь сам поправит и направит. Во время евангелизации важно учитывать такой принцип закона сеяния и жатвы, как когда ты сеешь, а не только что и где. Семя играет важную роль, сеяние, да, время сеяния, важную роль играет в физическом, да, в времени сеяния. Посеешь зимой, и зерно умрет. Раньше времени не успей произвести никакой плод. То же самое и в духовном семени. Поторопишься, посеешь еще неподготовленную почву сердца, о чем мы говорили в начале, помните, первый вопрос у нас был, и произойдет то же самое. Вы можете быть прекрасным, успешным, помазанным благовестником, но если сердце человека не готово принять семя, то это семя не примет, или примет оно и все равно погибнет. Слово, сказанное вовремя, оно ценно. Вот поэтому индивидуальный подход под водительством Духа Святого, когда Бог, помазывая Слово, дает откровение, как благовествовать, самый эффективный метод
И он срабатывает практически в 100% случаях. Если же вы не услышали голос Божий, но поступаете по Слову Божьему, то есть послушно несете Евангелие в мир, конечно же, будет труднее. Но успех, он все равно будет, пусть не в 100% случаев. Даже одна спасенная душа – это целый мир. Нам нужно всегда об этом помнить. Не отчайтесь, если не все всегда получается. Результат – это, знаете, он не сразу виден. Это как урожай. Ты посеял, а результат будет, может быть, и через несколько лет. 7 вопрос. А как относительно Израиля? Это непростой вопрос. В христианской среде не то, что нет единого мнения. Мнения вообще отличаются кардинально. Кто-то придерживается версии, что надо обязательно евангелизировать всем евреям. При малейшей возможности, ведь без Иисуса Христа нет спасения. Кто-то, и таких большинство, придерживается мнения, что у Бога с евреями особые отношения, и Бог, в конце концов, спасет и без нашей евангелизации. А так как у них, у евреев, до времени закрыты глаза, чтобы спаслись мы с вами, язычники, то евангелизировать им не стоит, бесполезно. Папа Римским осуждает миссионерскую деятельность христиан среди евреев и предписывает католической церкви не заниматься такого рода деятельностью. Такой же точки зрения придерживаются практически и все представители высшего духовенства Русской Православной и Лютеранской церквей. А как думаете вы, драгоценные? Для себя ответьте. Да, в Библии есть места Писания, где говорится, что Бог спасет Израиль. Но речь там идет об остатке, о тех только, кому выпадет милость такая жить в последнее время, во время второго прихода Мессии. Вот эти люди как раз они умилятся сердцем и примут истинного Мессию. Но до этого времени, если не признают Иисуса как своего Спасителя, так же, как и все остальные, отправятся, понятно куда, не к Богу. Потому что другого пути спасения нету. В Израиле не то, что не приветствуется благовестие, но и запрещается местами. И все зависит от конкретного случая. Где-то лояльнее, а где-то могут и из страны выдворить, репатриировать за евангелизацию. Вы, наверное, прекрасно знаете, что если в анкете репатриант напишет, что он христианин, верит в Иисуса, въезд ему в Израиль, все, закрытый раз и навсегда. Вердикт консула, он останется неизменный уже, все, до конца дней. Те, кто совершает алию, их очень инструктируют в фонде Эванезер, нигде не упоминать имя Иисуса и отрекаться, что они христиане. А причина в том, что слишком много натерпелись евреи от христиан. Именно от гонения на евреев в разных странах очень часто провоцировались именно церковью и государственными деятелями, которые считали себя христианами. Но это не наша сегодняшняя тема, пропустим. Для меня вопрос евангелизации евреев также оказался непростым. Не в плане евангелизировать или нет. Я сторонник того, что нужно нести истинное Евангелие евреям. Сложность вопроса в том, как это делать правильно. Если для язычников могут подойти разные методы евангелизации, о чем мы говорили выше, с вами, то они неприемлемы для евреев. Многие из них, во всяком случае. Особенность евангелизации евреев в том, что надо самому благовестнику, то есть нам с вами, очень хорошо знать Писание и по Писанию доказывать, что Иисус и есть Мессия. Именно доказывать, ссылаясь и цитируя Танах, пророков. Вот как в Деянии 17 главе 2-3 стих описывается, как это делал в Фессалониках апостол Павел. 2 стих. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Иисус, которого и проповедую вам. В Деяниях 18:28 там написано уже, что Аполлос
сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая, опять-таки это слово, писаниями, что Иисус есть Христос. Обычное повествование наше об Иисусе не прокатит в этом случае. Хотя бывает, конечно, исключения. Это как речь касается ассимилированных евреев, но неубежденных иудеев, которые верят в то, что существует один единственный Бог, который сотворил мир и властвует в нем. Шма Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог един есть. Вот их молитва везде и всюду. Как же им тогда благовествовать? Ну, например, я хочу вам такую маленькую схему предложить. Например, можно начать с греха, который является барьером между Богом и человеком, и спросить у человека, у еврея: у вас есть грехи? И на основании обыкновенных 10 заповедей подвести человека к осознанию своего греха. Ведь как написано там что? Не укради, там, не обманывай, не убей, не возжелай и так далее. И все люди прекрасно понимают, что они это делали и подтвердят в итоге это. Хотя перед этим они могут защищаться тем, что своим превосходством, познанием Бога, отделенностью своей, как народа Божьего, в том, что они соблюдают кошерность и так далее. Далее можно продолжить согласно Танаха. Люди должны приносить жертвы за грех в храм. Жертва, она сама как бы брала на себя грех человека. Но Бог сказал, что однажды придет Мессия. Роль Мессии описана пророком каким? Хорошо очень. Исаия, 53 глава. Можно зачитать это место прям Писания, где сказано, что народ отвергнет его, и он умрет за наши грехи и воскреснет из мертвых. Есть пророчество о том, когда придет Мессия. Это Даниила, 9 глава. А он придет когда? До разрушения второго храма, которое произошло 70 лет после Иисуса. Да? Зачитать и пророчество пророка Михея, 5 глава, где написано, что родится Мессия в Вифлееме. Ну и подвести, что Иисус исполнил все эти пророчества. Из Нового Завета можно остановиться на притче о блудном сыне, описанном в Евангелии от Луки, 15 главе, чтобы человек осознал, что он впустую потратил все, но Бог его ждет и Бог его любит. И ему лишь надо всего-навсего это переоценить, свою жизнь, ценности, вот, как это сделал блудный сын, попросить прощения у Бога, верить в Мессию, которого Бог послал в лице Иисуса. Примитивная схема? Возможно, но в каком-то случае она может сработать. В каком-то, конечно, придется нам больше потрудиться. Так что же делать? Евангелизировать евреям или нет? Сами делаете вывод. Он очевиден. Только те, кто действительно это хочет делать, постарайтесь все-таки вникнуть и изучить Слово Божье, Писание, Пятикнижие Моисея, пророков, ибо придется аргументированно по Писанию с ними общаться. А также, конечно, и надо историю Израиля знать, чтобы не попасть в просак. А еще из сложившегося опыта видно, что евреи лучше слушают евреев. И если у кого-то из вас есть еврейские корни, лучше сразу об этом сказать собеседнику. Да, это способ требует определенных усилий с нашей стороны, но если Бог побуждает нас подойти и посвидетельствовать, никогда, даже если вы не можете ничего аргументировать, никогда не игнорируйте этот призыв. Бог, возможно, хочет вас использовать и дать вам определенный дар Духа Святого. Например, дар словознания, дар пророчества, дар мудрости, говорение иными языками. Вдруг вы на иврите заговорите и скажете такие вещи. А это возможно. То есть, знаете, Бог всегда подтверждает Евангелие чудесами и знамениями, поэтому не бойтесь. Это очень сильный аргумент, когда присутствие Божье, когда вот дар действует. Вот. Поэтому ничего не поменялось, как это было во времена апостолов, так и сейчас. Я прошу прощения, что я так долго остановилась именно на вопросе касаемо евангелизации евреям, потому что, во-первых, это вопрос непростой, и я не слышала ни то, чтобы о нем сильно рассказывал. И еще сознаюсь, меня просто очень попросили его осветить. Поэтому я воспользовалась трибуной и думаю, что и вам это полезно. Ну и так, по ходу, 8-й краткий такой еще вопрос. Надо Евангелие проповедовать католикам и православным?
или они спасены, и делать это ни к чему. Среди православных и католиков есть рожденные свыше. И есть нерожденные свыше. Точно так же, как среди евангельских христиан. Мы в этом плане ничем драгоценные не отличаемся. И там есть номинальные христиане, и там. Если вы сомневаетесь, что человек рожден свыше, можно проповедовать Евангелие, но свою церковь не переманивайте. Какую церковь человеку посещать, это не наши вопросы, а личный вопрос каждого, и он решит его со своим Богом. Главное, чтобы человек возродился. 9-й, последний вопрос. Вокруг нас всегда есть сотни неспасенных людей. Кому из них нужно благовествовать? Жизненный вопрос. Да, практически. Проповедовать всем подряд никакого времени не хватит. Быстро устанем, выгорим, и люди будут от нас просто шарахаться, как от прокаженных. Никому не проповедовать, опять-таки неверно. Мы к этому призваны, и это повеление Христа. О чем мы говорили? Так когда и кому надо нести эту радостную весть? Ну, во-первых, нам с вами нужно стремиться, чтобы Евангелие стало действительно стилем нашей жизни. То есть евангелизировать всей свою жизнь, везде и всегда. И это значит, что больше делами, поступками, но и словами также при необходимости. Люди должны видеть нас, Христа, в любой обстановке. Будь то мы в семье, на работе, в общественном месте, везде и всегда. Во-вторых, нам нужно учиться быть чувствительными к Духу Святому и готовым благовествовать, когда получаем это откровение Духа Святого. Сигнал может прийти просто: подойди, спроси, заговори, скажи. И здесь уже место и время его предугадать просто невозможно. То есть может быть самое неподходящее в нашем понимании место и время. Но и послушание наше принесет плод. В-третьих, стремиться к тому, чтобы выделить для евангелизации какое-то специальное время в своем жизненном графике. И идти в парк, идти в больницу, в какие-то приглашенные места или еще куда-то, и евангелизировать там уже по обыкновению. Мы с вами уяснили, как я думаю, что у одного человека один метод благовестия, а другого другой метод. Отмечу, что проповедь полного Евангелия – это беспроигрышный вариант. Мы уже с вами близимся к завершению, а все еще не сделали то, что обычно делаем в начале. То есть не дали определение, что такое благовестие и что она в себя включает. Исправляемся. Благовестие. На греческом это элейон, Евангелие, благая весть, радостное известие. Если совсем кратко, то это спасительное учение, которое мы приняли от самого Господа Иисуса Христа. Или воплощение радостной вести и Евангелия и спасение человеческого рода. Спасение, скажите мне, пожалуйста, от чего? Правильно. Спасение от рабства греха и смерти. Слова ангела Иосифу, помните, какие были? Матфея 1:21. «Родишь же сына и наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их». Четкий ответ. От чего? Грех забрал на крест Иисус, а именно грех отделяет человека от святого Бога. Бог святой. Благая же весть раскрывает то, что мы можем восстановить связь с Богом и получить уверенность в том, что в вечности будем на небесах. Благодаря чему стало это возможным? Скажите, благодаря воплощению Сына Божьего и Его заместительной жертвы на кресте. Он вместо нас умер, забрал как жертва наши грехи на себя. И теперь мы сможем общаться с Богом. Голгофский крест, он открывает путь в вечность. Каким образом мы получаем спасение? Я думаю, вы все это знаете, Ефесянам 2:8, да? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». То есть мы спасаемся по благодати, да, и по вере в Иисуса Христа.
В Библии очень много, прямо или косвенно говорится об Евангелии. Писание называет его благовестием Божьим. Заметьте, не человеческим, а чем? Божьим. Божьим. Место Писания я поотмечала, но вы знаете, их так много, я перечислять не буду. Сократим время. И просто скажу, что Бог, а не человек, есть автор благовестия. Писание называет также Евангелие благовестием о Сыне Божьем, а еще благовестием Христовым или благой вестью об Иисусе Христе и помазанном Спасителе. Евангелие также называют славным благовестием блаженного Бога. Евангелие просто сияет слава Христова. Это 2 Коринфянам 4:4. Уже читая эти названия, можно сделать первый важный вывод. Если в благой вести не возвещается нечто о Сыне Божьем, как о Спасителе, распятом на кресте, и не возвещается о Его славе, то это не благовестие Божье. Я думаю, что понятно сказала, нет? То есть в Евангелии это должно обязательно звучать. Евангелие также называется Евангелием Царства. Поэтому о Царстве Божьем, его происхождении, осуществлении и грядущем наступлении следует также правильно говорить в евангелизации. Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Есть в Библии также описание Евангелия как Евангелие благодати Божьей, благовестие вашего спасения, благовестие мира. Я не буду даже опять-таки места перечислять. Все эти аспекты, благодать, мир, спасение, включают Евангелие. Но главным образом, по своей сути, Евангелие Божье – это является Евангелием обетования, то есть радостной вестью о том, что Бог дарует нам свое обетование, свое обещание. Давайте мы о нем прочитаем ключевое место. Деяние 13:32. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». То есть Бог уже дал нам. Что же это за обетование такое, которое было дано святым во все времена ветхозаветного периода, которые они принимали по вере, верили в это, да, и уповая на которые они жили и умирали. Это обетование, оно было дано Авелю, Еноху, Ною, Аврааму, Исааку, Иакову. И все они жили откровением этого обетования. А иначе как можно объяснить, что Авель принес в жертву Богу? Кого он принес там? Животное, да? Животное. А ведь в то время до потопа люди не ели мясо. Он принес животное. Как можно объяснить тогда, что Ной строил более 100 лет ковчег? И над ним все просто смеялись. А Авраам верою вышел из земли, в которой жил, и пошел неизвестно куда, чтобы получить именно в наследие страну, о которой говорил Бог. Как говорится в Евреях, 11 главе 13 стихе, «Вот сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле». Но не только герои веры, но и многие другие из великого облака славы, свидетели, не получили обетования. Никто не получил до нас. Ради этого богатства наследия обетования, которым они обладали по вере, все они переносили голод, ссылки, поругания, побои, узы, темницы, недостатки, скорби и так далее. Только ради этого обетования. Скажите, а мы с вами имеем отношение к этому обетованию? И что ж так молчите?
естественно, прямое. И где оно описано в Библии, кроме как упомянутом месте, что мы зачитали, Деяние 13:22? Это Галатам. Давайте почитаем Галатам 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомков, как бы о многих, но как бы об одном, о семени твоему, которое есть Христос. Христос – семя, в котором исполнились обетования. Галатам 3:29 звучит так. «Если же вы Христовы, то вы семя, дети Авраама и по обетованию наследники». А Деяние 2:39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То есть обетование принадлежит и евреям, и язычникам. Обещания, данные в Писании, верные и истинные. Они имеют надежность, непреложность, потому что их дает сам Бог. Бог дает. И они непременно будут исполнены для тех, кому они предназначены. Повожу и так, потому что как-то вот бьет очень в глаз, отсвечивая свет, и я тут немножко глаза слезятся где-то у меня. Поэтому простите, если какая-то заминка. Значит, что же включает в себя это обетование? Согласно Писанию, содержание обетования является сам Иисус Христос со всеми богатствами Его искупительных благословений. Итак, что нам обещано во Христе? Перечислим просто, вспомним. Это нужно себе напоминать. Это укрепляет нашу веру. Это мы должны рассказывать людям. Искупление ценой смерти Иисуса, нашего Спасителя. Мы выкуплены просто из рабства и тьмы. Прощение всех грехов и беззаконий. Аминь. Он прощает все беззакония наши, исцеляет все недуги наши. Псалом 102. Освящение и оправдание. Нам дана праведность Христа, когда мы приняли веру Иисуса как Господа и Спасителя. Римлянам 3:29. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел. Мы что еще нам обещано? Спасение. Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасены не только мы с вами, драгоценные, через благодать, и не только через одну веру. Благодать – это то, что Бог делает для нас, независимо от нас и наших дел. То есть это часть как бы Божья. Вера – это наша часть. Мы ее, она приходит от Слова Божьего, и она приходит от Бога. Бог дал нам благодатью спасения, но нам надо его принять нашей верой. Если бы спасение было бы только по благодати, то все люди бы спаслись. Все. Но Титу 2:11 в этом говорит. «Ибо явилась благодать Божия спасительна для всех человеков, но не все спасены». Почему? Почему? Да, совершенно верно. Так как не все откликнулись верой на эту самую благодать Божью. Вера, она ничего не зарабатывает для нас, но вера, она как бы тянется, берет все то, что нам предлагает Господь Бог. Что еще нам обещано? Усыновление. Ибо все водимые Духом Божьим есть сыны Божьи. То, что мы дети Божьи, очень много мест Писания. Что еще? Исцеление. Наши любимые места Писания. 1 Петра 2:24, Исайя 53:4. Да? Ранами Его мы исцелились. Слава Господу. Распятие, проклятие на кресте. Иисус стал этим проклятием. Он что сделал? Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись сам этим проклятием. Это написано в Галатах 3 главе. Что еще? Жизнь с избытком. Для этого Иисус и пришел, чтобы нам это дать. Мы обогатились Его нищетою. Иоанна 10:10 об жизни с избытком говорит. Мир Божий дал Господь, то есть вхождение в Его покой. Иоанна 10:10. Совершенную любовь и совершенную радость. Иоанна 17:13. Дар Духа Святого.
В этом Божье обетование, что Он изольет Дух Свой на всякую плоть. Иоанна 2:28 об этом. Дар вечной жизни, Римлянам 6:23. Неисследимое богатство Вселенной, это тоже нам обещано. Небесное Царство, кто его наследует? Все, кто Христовы, все, кто во Христе. И также, естественно, близость общения с Отцом, с Иисусом, с Духом Святым, пребывание в Его небесном союзе, в Его скинии вечном. И мы, конечно же, с вами перечислили, я кратко, я надеюсь, что вы все это больше в основном знаете, кратко перечислили, естественно же, не все, но только что часть основного обетования. Но если мы будем об этом благовествовать, и это будем нести людям, это Евангелие, вы знаете, должно что-то меняться, и плод должен быть. Я не знаю, я старалась донести именно вот эту проповедь как можно проще. Не знаю, получилось у меня? Легко было слушать? Слава Богу. Слава Господу, пусть Он укрепит каждого из вас на этой ниве. Не бойтесь, несите Слово Божье, а Он будет с нами. Аминь. Раз. Буквально пару вещей, прежде чем мы закончим. У нас ребята вот собираются ехать в Благовещенск на машине для участия в обучении. Служение есть такое, царские охотники. Да. И вы сами видите, погоды стоят суровые. Ну, на машине и до Благовещенска. Там, причем везде, в Алдане, в Нерингре, везде как бы, да, там свежо. Помолимся, чтобы просто было все хорошо. Вот Семен, он будет ехать на машине, но мы помолимся за него дистанционно, за машину тоже и за всех. Просто пусть Господь, Он их хранит. Давайте благословим просто, ладно их. Господи, благодарим Тебя за наших сестер во Христе, за нашего брата во Христе. Просим Тебя, Господи, благослови их дорогу, как мы их сейчас благословляем. Господь, усмотри, чтобы они добрались до Благовещенска в целости и сохранности, живые и здоровые, и также вернулись сюда, живые и здоровые в целости и сохранности. Господи, благослови технику, машину, на которой они будут ехать. Благослови Семена, всех, кто, если, может быть, кто-то еще будет садиться за руль, чтобы была концентрация внимания. Убереги их от дорожных происшествий, от поломки. И просто благослови, чтобы в этот мороз ничего не случилось, чтобы все было хорошо, чтобы все работало как часы. И мы просим Тебя также, благослови их пребывание там, Господи. Пусть пойдет им на пользу. Если это для них, они услышат Твой призыв, Господи, пусть они откликнутся на него. Пусть это пойдет на пользу им, церкви и детскому служению у нас здесь. Чтобы мы могли служить детям, чтобы могли поднимать их, взращивать в вере, в поклонении Тебе. Аминь. Все. Благословляем. Хорошо. Также, вы знаете, у нас такая мы никогда такого не делали. У меня есть объявление такое экстренное. Я думаю, мы еще в группу тоже напишем обязательно в нашу. У нас у сестры взломали Телеграм у Натальи Игумновой. Я не знаю, как это возможно, но вот мне приходило сообщение от ее имени, приходит сообщение в Телеграм с просьбой перевести или там занять денег на какой-то срок. Вот мне пришло сообщение, что у меня Телеграм взломан, пожалуйста, ничего не отправляйте, но есть люди, которые отправили деньги ей, и деньги попадают на карту мошенников. Я не знаю, каким вообще, я первый раз такое слышу. Поэтому, если от Натальи Игумновой что-то приходит, ничего не отправлять, это раз.
Если вы уже отправили, вот Наталья, я просто ей сказал, нужно было сразу обращаться вообще в полицию. Сразу же поднимать на уши банк и так далее. Не игнорируйте это. Если вас кто-то там... И также я просто хотел бы еще сказать, знаете, меня всегда умиляет, когда вот, например, у меня жене звонят, я не знаю, звонят почему-то все время женщинам. И начинают разводить. И это понятно, что мошенники, и она с ними разговаривает. У меня просто закипает все внутри. Зачем ты это делаешь? Вот вы представьте, вы стоите в автобусе, и к вам человек лезет в карман. Вы будете стоять, улыбаться и разговаривать с ним? Они хотят украсть у вас деньги. Не надо с ними разговаривать. Если вас кто-то звонит, не бойтесь бросить трубку. Ни с какой прокуратуры никто обычно не звонят. Повестки никакие не отправляют. Ничем там не пугают. Это всегда все очно. Не бойтесь положить трубку телефона. Если кому-то надо, они там что-то сделают. И опять же, не бойтесь кому-то перезвонить. Никому ничего не отправляйте. Вот если, ну, слава богу, вот, кто-то, например, перезванивал ей, или вот хватило мудрости, то есть я тебе по номеру телефона скину, нет, по номеру телефона не надо, вот отправь там на карту, фотография карты, там написано ее имя, номер, то есть полный привет. И еще раз, Telegram это хорошее приложение, но там, видимо, вот возможны такие вещи. Я спрашивал ее, я так и не понял, у нее новый номер телефона, это раз. А что у нее со старым телефоном? Я понимаю, почему у нее новый телефон. У нее тоже телефон. Просто у меня приходило, что Наталья сменила номер телефона. Я подумал, и она мне говорит, что я у нее спросил, ты почему контактам, ну, всем не отправила? У меня нет контактов, потому что у меня телефон новый. Это ее слова вот сейчас. Я не знаю. Я не знаю всей ситуации, как это произошло, но я так понимаю, что, знаете, также вот как бы есть популярные телеграм-каналы, и их таким же образом также воруют. То есть приходит какое-то сообщение. Это как на компьютерах, знаете, в Windows. Пожалуйста, там открой какой-нибудь файл, там проголосуй, вот это ты можешь посмотреть. Вот лучший вообще вот полицейский, антивирус и всякие такие, это здесь. Вот все говорят, я не буду пользоваться там чем-то. Вот от всего не застрахуешься. Но просто здравый смысл. Вот женщины, они падки вот до всяких. Пожалуйста, я так понимаю, что ей пришло сообщение, что нужно за кого-то где-то проголосовать. Она открыла файл, и там, ну, может быть, в процессе, если бы там, ну, человек, который более-менее на «ты» с техникой, он бы понял, что что-то не то. Если там какие-то незнакомые файлы, вам предлагают что-то установить на телефон или еще что-то, игнорируйте все. Вам оно надо вообще вот это вот. Еще раз, просто я не буду долго в это вдаваться, да, лучший антивирус он здесь, и вот какие-то вещи. Наталье ничего не отправлять, это не она, это раз. Во-вторых, если кто-то пострадал, надо ей позвонить. Вам также нужно написать заявление в полицию в обязательном порядке. Ну, вот эту карту, я не знаю, я вот сейчас зашел, мне просто сообщение приходило, и приходило в Телеграме, я его просто проигнорировал. Я сейчас пытался его найти, захожу, и у меня нет этого контакта. То есть, видимо, уже все удалили, я не знаю. И как бы у меня нет никаких следов, что мне кто-то что-то писал, кто-то что-то просил. Вот, не знаю насколько, но всегда нужно реагировать своевременно. Не бойтесь этого. Ну, в смысле, и не бойтесь еще раз бросить трубку или там... И просто, ну, на будущее. Мы уже как бы вот так, раз такое произошло, перезвоните человеку и спросите лично. Если вот такие вещи, то есть, ну, денег кто-то просит, вот просто в переписке, это вообще какой-то новый вид мошенничества, я такого не слышал. Не делайте этого, хорошо? Еще раз, если вы пострадали, с Натальей также свяжитесь обязательно. В обязательном порядке надо написать заявление в полицию. Хорошо? То есть сказать, чтобы они приняли какие-то меры. По крайней мере, чтобы, ну, я не знаю, насколько это вообще возможно. Ну, в банке есть номер карты, есть человек, который открыл эту карту. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, у нас же не открывают карты на безымянные какие-то вещи. Почему их как-то вот не ловят? Ну, если они отправляют с одной карты на другую, и эта карта открыта по какому-то, да, по поддельному паспорту, я даже не знаю, как это вообще. Но, в общем, вот все на эту тему. Еще раз, в следующую субботу в обязательном порядке, да, у нас будет здесь собрание, в субботу точно, в воскресенье также. Вполне возможно, что у нас будет какое-то собрание в пятницу вечером. Смотрите за объявлениями в группе, хорошо. У нас будет наш епископ Андрей Манжосов, не чуждый нам человек, который также вел нашу церковь, да, был у нас пастором здесь. Поэтому он будет здесь неделю еще раз.
Вообще расписанием занимаюсь я. Если у вас есть какие-то вопросы в плане консультаций, там вы бы хотели еще что-то, у него есть еще время, ну, не занятое. Хотите позвать его, там, что-то это. Ну, можно через меня это все дело сделать. Я посмотрю, когда у нас там что, окошечко, все там скажу. Хорошо? Музыканты у нас все разбежались срочно. Ну, не все, но ключи. Кстати, я чуть не забыл еще. Давайте мы Кристину поприветствуем. Она такая молодец. Она сегодня у нас отыграла первый раз от начала и до конца. И, если честно, я слегка удивлен, потому что она не репетировала песни. Она вообще ничего не репетирует. Я просто удивляюсь, если бы она еще и репетировала, как бы она играла. То есть она вообще не занимается, и как это возможно, я не знаю. Ну, пусть Господь благословит ее. Было круто. Спасибо большое. Было с барабанами гораздо лучше, да? Вот, все. У нас на сегодня как бы все, можно сейчас спуститься вниз, попить чаю.